В прокуратуру обратился в интересах Кузнецова Вадима с заявлением о пересмотре приговора Сыктывкарского городского суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Обратился туда 6 октября 2005 года. Прокуратура оставила мое заявление без удовлетворения, указывая, что приговор вступил в законную силу, цитирует приговор Сыктывкарского городского суда, по которому осужден Кузнецов Вадим за нанесение тяжкого телесного повреждения другому лицу. Фактически Кузнецов это преступление не совершал, это мое убеждение. Решение прокуратуры города Сыктывкара обжаловал Сыктывкарский городской суд. При рассмотрении дела в Сыктывкарском городском суде, при рассмотрении жалобы на решение зампрокурора города Сыктывкара об отказе возбудить производство по делу по вновь открывшимся обстоятельствам, представитель прокуратуры указал, что вот имеется постановление, указал, что после моего обращения все документы, которые я приложил, там признательные показания фактического лица, который совершил это преступление, объяснение Кузнецова, почему он вынужден был признать это преступление, хотя и не совершал это преступление. И все эти документы со всеми приложениями представитель прокуратуры говорил, что отправлены в УМВД России по городу Сыктывкару для принятия решения. И вот на момент рассмотрения жалобы, рассмотрели жалобу 15 марта 2016 года, никакое решение не принято УМВД России по городу Сыктывкару. В ходе проверки прокуратуры города Сыктывкара копии заявления адвоката Мишкина НП с приложенными к нему материалами были направлены в УМВД России по городу Сыктывкару для принятия решения в порядке статьи 144-145 УПК Российской Федерации. Ответ из УМВД России по городу Сыктывкару в прокуратуру до настоящего времени не поступил. Получается, прокуратура, если отправила заявление со всеми приложенными документами в октябре 2015 года, на момент рассмотрения на сегодняшний день уже полгода, 6 месяцев прошли, и почему-то МВД России по этому заявлению, по этому материалу проверки не проводил. Прокуратура ответ опять-таки МВД не направил по этому заявлению, по этим материалам. Мне, наверное, приходится обратно или вновь обратиться уже на бездействие МВД в прокуратуру Республики Коми или в прокуратуру города Сыктывкара. Вот принято постановление 15 марта 2016 года. Согласно по этому постановлению, в удовлетворении моей жалобы в интересах Кузнецова отказано. И указывая, что идет проверка по материалам в УМВД России, и указывая, что, и разъясняя, что я не лишен права, или Кузнецов не лишен права вновь обратиться в прокуратуру с подобным заявлением, после того, как будут известны результаты проверки по его заявлению, направленному в прокуратуру в УМВД России по городу Сыктывкару для принятия решения в порядке статьи 144-145 УПК Российской Федерации. Вот такая формулировка имеется в этом постановлении Сыктывкарского городского суда. Ну, я полагаю, после того, как будет принято решение УМВД и направлено в прокуратуру по моим материалам, вновь будем обращаться в прокуратуру города Сыктывкара с заявлением о пересмотре приговора Сыктывкарского городского суда по вновь открывшимся обстоятельствам. На сегодняшний день, я полагаю, надо мне обратиться в прокуратуру Республики Коми на или бездействие, возможно, там волокиту, возможно, какое-то решение там принимается, но ответа нет ни в прокуратуре, ни у меня по этим материалам. Какое решение принято УМВД России по городу Сыктывкару, неизвестно. Возможно, на волокиту или бездействие приходится обратиться, или там вынужден буду обратиться с жалобой в прокуратуру.